Здравствуйте, в эфире «Чегемская правда». Сегодня мы будем говорить о абхазской внешнеполитической деятельности, той, что осуществляется на экспертном уровне. Мы всегда говорим, долгие годы говорим о том, что нам нужно признание мира. И вот мы вот в этом контексте поговорим о деизоляции, тем более повод есть. Есть большие проблемы у международных организаций, есть проблемы большие возникают в перспективе у наших НПО, которые так или иначе имеют сегмент, экспертный сегмент и представляют наши интересы вот за пределами Абхазии, за рубежом. И мы сегодня поговорим вот об этой проблеме, о том, что сейчас важно для Абхазии, для того, чтобы вот этот процесс деизоляции он все-таки продолжился. И сегодня у нас в гостях люди, которые периодически долгие годы участвуют во всяких экспертных площадках, во всяких конференциях международных, представляют Абхазию. Лиана Кварчеля, содиректор Центра гуманитарных программ, и Астамур Таня, наш постоянный эксперт, историк. Добрый вечер. Добрый. Лиана, в чем проблема вот Абхазии вот в том контексте, если учитывать, что там нас признала там Россия, еще несколько государств, да, сейчас у нашей власти, у МИДа, по крайней мере, возникают проблемы, то есть вопросы к деятельности международных организаций, да, там, и речь идет об ограничении этой деятельности, да, и представитель правительства Кристиан Джаня тоже предполагает, что может речь идти о том, что вообще им покажут на дверь. Да? Почему для нас это такой вариант развития событий не самый выгодный? Вот ты можешь сформулировать, объяснить? Ну, если мы отталкиваемся от того, что мы хотим в перспективе видеть Абхазию международно признанным государством, речь сейчас идет о широком международном признании, которое открывает очень многие возможности там, экономические, всякого рода. Но и если это, так сказать, признание будет, это также в определенной степени и гарантия того, что Грузии придется отказаться от своих претензий на нашу территорию. Если, значит, говорить об этой перспективе, то, естественно, надо выстраивать отношения с внешним миром. Мы ведь не стремимся к тому, чтобы получить признание там, от инопланетян. Речь идет о том мире, в котором Абхазия живет, и Абхазия должна поддерживать каналы коммуникации с внешним миром. Конечно, сегодня картина международная, она многократно усложнилась. Сегодня это сложнее выстраивать эти отношения. И как-то надо найти путь вот между Сциллой и Харибдой, когда, с одной стороны, вот так усложнились отношения между Россией, нашим стратегическим партнером, и международным сообществом, со многими западными странами. Вот как бы найти путь между вот этой позицией, а с другой стороны с необходимостью все-таки поддерживать вот эти каналы коммуникации, чтобы Абхазия, даже будучи широко непризнанной, так как мы хотели бы, все-таки сохранять свою субъектность и влиять, так сказать, на свою судьбу. Это довольно сложно, но этим надо заниматься. Мне кажется, что вот в какой-то момент мы упустили даже вот ту степень инициативы, которая у нас была. Вот, с одной стороны, помешала пандемия, да, 2 года люди никуда почти не ездили, нигде не выступали, очень много конференций было до пандемии, на которых мы встречи, конференции, брифинги в разных странах мира, бесконечные статьи публиковались, на английский переводились, где на нашем уровне, на уровне гражданского общества озвучивали
озвучивались аргументы в пользу того, что Абхазия должна быть независимой, в пользу того, что нельзя отталкиваться вообще в обсуждении нашей ситуации конфликтной только от событий 2008 года, потому что после 2008 года мы знаем, как Саакашвили как бы сместил акценты, и все больше конфликт пытались представить как конфликт между Россией и Грузией, в котором Грузия является жертвой. И вообще события 1992 года и роль Грузии как инициатора агрессии, она как бы затушевывалась. Вот это все мы пытались на своем уровне преодолевать. Я должна сказать, что это был достаточно высокий уровень, потому что, к сожалению, за рамками официального переговорного процесса для наших официальных представителей многие такие вот влиятельные площадки международные были закрыты. Это очень несправедливо, и мы этот вопрос постоянно ставили, что нельзя, это ненормально, когда одна из сторон в конфликте не имеет доступа к высоким трибунам. Чего так эти трибуны опасаются? Что такое мы можем сказать, что, так сказать, они не позволяют нам, допустим, в той же Организации Объединенных Наций выступить, или там в Европарламенте или где-то еще. Но на уровне гражданского общества, экспертного сообщества, все-таки мы добились такого равного представительства. И на многих площадках мы выступали даже не просто, вот, допустим, если обсуждалась ситуация, мы как бы старались нас приглашать на паритетных началах, ну, мы на равных выступали, но бывали и такие конференции, где, например, вот мы одни, не было там и Грузии, приглашали абхазскую сторону, или брифинги и так далее. То есть все это очень важно было для того, чтобы об Абхазии сформировалось адекватное представление как о стране, в которой идут очень интересные политические процессы, где есть определенные успехи в консолидации демократических институтов. То есть нам было о чем поговорить. Это не значит, что мы как-то пытались такую лакированную картину представить. Это не некоторые считают, что вот не надо мусор из избы выносить, особенно это говорят те, которые, ну, всякий мусор вываливают в Facebook. Вот. Почему-то им кажется, что вот в Фейсбуке можно все сказать, там это никто не читает, не видит, не отслеживает. Но я думаю, что если как бы давать такой анализ объективный, это как раз-таки говорит о нашей уверенности в себе, что мы можем сами видеть свои проблемы, но мы видим перспективу и знаем, как двигаться вперед. Мне кажется, это был очень важный момент. Потом вот наступила пандемия, и одновременно вот такое шла кампания по дискредитации всех вот этих наших усилий. Я думаю, что цель вот как-то... Мне, честно говоря, непонятно, почему для Абхазии Абхазия как будто сегодня ищет повода для того, чтобы избавиться от международного присутствия. Мне это непонятно. Может быть, это не так, но, с другой стороны, мы слышим от официальных наших представителей, что вот мы будем думать об этом. Я понимаю, что это ответ на решение, допустим, по поводу непризнания российских паспортов, выданных в Абхазии. Я согласна, что надо реагировать на такое очень несправедливое решение. Но мне кажется, реагировать надо все-таки по-другому. Ведь наша задача как бы сделать так, чтобы с нами считались, чтобы мы оставались субъектом, чтобы в конце концов в переговорном процессе не кто-то не в личном качестве участвовал, чтобы мы были стороной в переговорах. И так далее. Мне кажется, это все очень важные моменты. Вот. И поэтому... Как вот этой задаче сохранения и укрепления нашей субъектности в мире, я не говорю, так сказать, о том, чтобы мы ограничивались только отношениями с теми странами, которые нас признали, если мы говорим о таком общем, более широком признании. Вот как этой задаче будет, сохранению субъектности, будет способствовать, если мы будем, так сказать, избавляться от международного присутствия, я, честно говоря, не понимаю. Я думаю, что вот как раз-таки, если уж говорить о вот этой ситуации с этим решением по паспортам, мне кажется, более адекватная реакция, и насколько мне известно, все-таки вот на женевских дискуссиях этот вопрос поднимается. Это более остро
поставить вопрос о признании абхазских паспортов как документов для передвижения. Мне кажется, вот это вот будет действительно адекватная реакция. Это не говорит о том, что не нужно осуждать решение европейцев по поводу паспортов. Безусловно, это надо делать, потому что речь идет о праве на свободу передвижения. Они решают геополитические задачи, но они жертвуют нашим правом на свободу передвижения. Более того, они, кстати, до сих пор всегда отрицали, что это нарушение, так сказать, вот такой массовый, наших прав на свободу передвижения носит массовый характер. Я помню, мы с тобой, Астамур, были на круглом столе в Берлине, когда вот тогда еще, это было лет 5-6, может быть, тому назад, когда мы поднимали вопрос свободы передвижения, потому что не все страны выдавали визы держателям российских паспортов, выданных в Абхазии. И мне тогда возражали европейцы, что эти решения не носят массового характера, что каждая страна индивидуально принимает решение, выдавать визы или не выдавать. Но на самом деле более или менее как бы вот разная была политика визовая у разных государств, но все-таки, допустим, если Германия не выдавала визы, это действительно массовый характер носило. Или там они потом на отдельных листочках стали выдавать визы. Сегодня они уже этого сказать не могут, потому что принято решение коллективное в отношении наших, вот, так сказать, прав. Да, конечно, ужесточение. Я считаю, что обратную связь давать надо, но эта обратная связь не должна заключаться в том, что мы, значит, прерываем всякие связи. Завтра вообще международная конъюнктура может поменяться. Завтра могут улучшиться отношения между Россией и западными странами, и как бы они по-другому будут выстраивать, там что-то может в другую сторону измениться. Но как бы понимая это, нужно для себя свою собственную стратегию выстраивать. Астамур, ты так или иначе внешней политикой там, на государственном, на негосударственном уровне уже третий десяток лет занимаешься, начиная там когда начал работать там помощником Владислава Григорьевича Ардзинова. Вот в тот период тоже, наверное, вызовов было очень много, да, то есть мы до изоляции, наверное, полной, какой-то хотя бы говорили, учитывая, какая ситуация складывалась в 90-е годы на границе с Россией, да, там экономическая, политическая блокада и так далее. И тогда как власти Абхазии говорили о деизоляции, как выстраивали отношения? Вот сейчас очень многие говорят, как будто бы вот всего этого не было, да, международная организация, как будто бы сейчас пришли, да, как будто бы мы не пользовались вот этой возможностью выступать там где-то на экспертном уровне, на каких-то иных там зарубежных площадках. Вот. Какова тогда политика абхазского государства была? Что, допустим, думал, говорил там Владислав Ардзин? Вот, я бы хотел, чтобы ты хотя бы вот об этом поговорил. Какая стратегия тогда была? Ну, понимаете, это всегда легко разговаривать с теми людьми, с которыми у тебя полное взаимопонимание. Вот. Но, к сожалению, мир гораздо сложнее. Вот. Конечно, у нас был наивный период, когда казалось, что вот ты поедешь, расскажешь всю боль нашего народа, и нету людей, которые могут остаться равнодушными. Вот. И первое было удивление, как они могут не реагировать на это. Действительно, были люди, которые еще во время войны из разных стран откликнулись на эти наши проблемы. Вот Ляна их лучше, чем я знает. Они очень большую роль сыграли в том, чтобы, что называется, расширить круг людей, которые, по крайней мере, информированы о наших проблемах. Потому что, вы знаете, к сожалению, у нас пропагандистские возможности несопоставимы с пропагандистскими возможностями Грузии. Вот. И нам, чтобы не потерять ту площадку, которую мы заняли вот, в международном информационном, политическом пространстве, это часто вещи одно и то же, что информационное, что политическое пространство. Они тесно взаимосвязаны, перетекают из одного в другое. Вот. Мы эту площадку, что заняли, мы старались ее как можно больше расширять. Было, знаете, да, вот...
до смешного доходило. Вот, например, когда мы вели переписку, Владислав Григорьевич вел переписку с ООН, с генеральным секретарем ООН, писали письма, оттуда приходили ответы, они были адресованы доктору, профессору Арзенбу. То есть они же не признавали нас, что у нас есть, вначале они не признавали, что у нас есть какие-то органы государственной власти. То есть, вы понимаете, да? И я помню, письмо Владислав Григорьевич написал, ну, по ряду проблем, которые касались нахождения здесь миссии, он разные проблемы затрагивались, безопасность, там в Гальском районе разные проблемы. А в конце, потому что это не менее важный момент, он сказал: хочу отметить, что я руковожу Абхазией не в качестве доктора и профессора, а в качестве президента Республики Абхазия. Вот. И в дальнейшем мы просим найти соответствующую форму обращения к руководству Абхазии. Кстати говоря, да. это было не только там, европейские там, и руководители, представители международных организаций обращались. Ну, я помню, это был где-то 2001 год, да, приезжал сюда ведущий Первого канала, и он делал большой репортаж про грузино-абхазский конфликт и вообще про ситуацию в Абхазии. И в этом репортаже он встречался с Владиславом Григорьевичем Арзенбо, и кусок интервью показали в репортаже, и потом он сообщает, на визитке, которую мне подарил Арзенбо, было написано «Президент Республики Абхазия». То есть он не мог сказать, что он в титрах показать, что он президент, да, и вот, таким образом объясняли. Я вот хочу закончить, да. Вот точнее даже скажу. Он сказал, в качестве доктора и профессора, он тогда совмещал должность президента и директора института, в качестве доктора и профессора я руковожу Абхазским институтом гуманитарных исследований. По научным вопросам можете обращаться ко мне так. Вот. И после этого, кстати, это было услышано, они не стали писать сразу, не стали писать президент, конечно, они стали писать «Ваше превосходительство». «Ваше превосходительство» – это такая установленная форма обращения к дипломатам высокого ранга, руководителям, главам государств и главам правительств. Да, то есть вот такая была найдена форма, понимаете? И все вот эти маленькие шаги, потом все стали так писать, потому что если Генсек ООН пишет так, то значит и другие так начинают писать. То есть вот такими маленькими шажками. Я помню, вот приезжали друзья, вот эти послы, которые входили в группу друзей генерального секретаря. С ними очень были сложные всегда встречи, переговоры. Но начинались практически с полного глухого непонимания. Вот. Очень не любили слушать, когда президент рассказывал про нашу историю. Вот. А ему казалось, что они не могут понять полностью проблему, если не изложить истоки этой ситуации. И он фактически проводил им такие лекции. Вот с этих стадий они даже говорили, вот мы устали слушать историю. Они прямо это говорили, да. А потом выстраивались какие-то более такие отношения, которые позволяли уже решать вопросы. Это разные были вопросы. И в области гуманитарной, и в области безопасности. Я помню, когда, например, вели переговоры по тому, как восстановить роддом. Его восстановили первый раз, потом в нынешнем виде это, конечно, российские инвестиции, а до этого, чтобы были осуществлено, был ремонт осуществлен, там оборудование какое-то поставили, это были американские деньги. Вот приходилось, по этому вопросу встречались несколько раз с американским послом. То есть, понимаете, страусиная политика, она никогда не дает ожидаемого эффекта. Вот, потому что эта политика может привести к тому, что тебя просто общипают или забудут. Вот. Поэтому нужно пробивать эти стены на разных площадках, расширять вот эту зону нашего информационного присутствия.
существует общепризнанный язык экспертного сообщества, политических кругов. Вот на этом языке, на понятном для международного сообщества, не на языке ультиматумов надо разговаривать, а на языке аргументов. Вот тогда потихоньку, потому что надо понимать, что Абхазия – это не сверхдержава, это маленькая страна. И как бы нам это вот неприятно на ухо не ложилось, но вообще Южный Кавказ для большого мира – это периферия. Потому что есть гораздо более значимые регионы. И в экономическом, политическом, во всех отношениях, да, где крупные державы сталкиваются, договариваются. Вот. А Южный Кавказ и Абхазия, как его часть, это все-таки периферия. Вот для России, Турции, Ирана это вот важный, более важный регион. Для крупных игроков они могут вообще со временем, вот даже был такой момент, когда из-за вот дефицита общения с разными международными организациями, после того, как те люди, которые, что называется, были погружены в тему, просто ушли с арены политической, перестали работать в разных структурах, в разных МИДах, ушли на пенсию просто, да. Уровень информированности о ситуации в Абхазии резко снизился. А это не в наших интересах. С другой стороны, тоже не вспоминать. Поэтому я считаю, вот вы знаете, вот представим, допустим, Абхазия получила международное признание. И здесь открылось много посольств. Но не со всеми у нас странами, может быть, равно будут хорошие отношения. С кем-то будут напряженные, с кем-то хорошие, но это жизнь. Вот. Но это не значит, что с ними не надо контактировать. С теми странами, с которыми у тебя на данном этапе нет взаимопонимания. Потому что история такая вещь, она переменчивая. Да. Сегодня так, завтра это. Сегодня, допустим, вот если взять историю России, взять из возникновения Российской империи, допустим. Но это постоянное участие в разных коалициях. В XVIII век эта Россия постоянно участвует, как правило, в коалициях на стороне Австрии. В наполеоновские войны в коалициях на стороне Англии. Потом коалиции с Германией и Австрией, потом с Францией против Германии, потом антианглийская была политика, потом с Англией вместе с Францией Антанта. То есть крупные игроки, они существуют давно на международной арене. Это партнеры-конкуренты, так бы я назвал. И сейчас мы очередной переживаем этап перестройки отношений между этими крупными игроками. Это происходит. Вот мы должны учитывать, что понимать окружающий нас мир, и вот несмотря на вот эти все потрясения, они будут в течение всей истории человечества, это все будет происходить. Мы должны все время присутствовать на всех доступных для нас площадках, говорить о наших интересах, пытаться встраиваться в какие-то международные схемы. Мы не случайно и с тобой здесь не раз говорили, допустим, о разных возможностях участия в транзитных проектах. Это же тебе придает субъектность. Ты когда в каком-то международном проекте участвуешь, в котором заинтересованы крупные игроки, в данном случае речь идет о России, Турции, странах Южного Кавказа. Если ты здесь участвуешь, твои интересы будут учитываться. С тобой, по крайней мере, будут разговаривать. Вот. Поэтому это просто так, путем того, что мы будем что-то, ни с кем не контактируя, что-то здесь заявлять в Фейсбуке или на абхазском телевидении, это, к сожалению, так не решается. Это большая, кропотливая, последовательная работа, порой многолетняя. Она непрерывная, она не может быть, точка не может быть поставлена. Если точка поставлена, значит, твоя история закончилась. Вот. История такая вещь, непрерывная. Когда все завершилось, значит, тебя нет. Нынешняя наша политика, когда идет там накат на все эти международные организации, контакты, на местные НПО и так далее, и я это читаю периодически там в социальных сетях, и говорят, что это и не только в социальных сетях, когда ты разговариваешь с нашими представителями власти, они так в кулуарах говорят, это не мы, это вот как бы типа мы должны в общей конве идти с Москвой. То есть это, в общем-то, не абхазская политика, да, реально не абхазская политика. А в чем тогда вот
абхазский интерес вот в таких вопросах он должен разграничаться. Вот мы говорим о гармонизации законодательства, да, там Абхазии и России, да, ну там таможенное законодательство, там законодательство там, в правоохранительных органах, да, что это вот идет некая гармонизация, да. А почему тогда вот в этом внешнеполитическом спектре не может быть такая гармонизация для Абхазии? Чем это черпает? Ну, слушай, у нас оговорены рамки, где написано, что стороны проводят скоординированную внешнюю политику. Скоординированную, то есть они друг с другом консультируются по вопросам, которые представляют взаимный интерес, и приходят к чему-то взаимовыгодному. То есть это не значит, что какие-то готовые формулы должны спускаться. Есть союзнические отношения, они предполагают наличие интересов у обоих договаривающихся сторон. В целях наилучшего продвижения этих интересов заключаются союзы. Вот. Иначе в них никакого смысла нет. Вот. Если мы независимое государство, мы строим союзнические отношения. Вот. Оговариваем рамки, что нужно нам от России, в данном случае наш стратегический союзник, чего хочет Россия от нас. И в ходе переговоров мы достигаем взаимопонимания, подписываем на основании этого какие-то документы, которые не противоречат нашим интересам. Потому что есть моменты, где могут у союзников тоже отличаться взгляды, интересы могут отличаться. Даже в те времена, когда, казалось бы, была такая коммунистическая система, она давлела, там партии везде были коммунистические, там были различия в их интересах. Разные подходы были. Ты все-таки сказал о различиях. Какие у нас могут быть различия, вот, допустим, вот в этом вопросе? Нет, я как раз-таки хотела сказать, что в чем может быть общий интерес присутствия в Абхазии международных организаций. Я имею в виду для России и для Абхазии. Мы знаем, что в Грузии принят закон об оккупированных территориях, который мы считаем, мы его не признаем, этот закон, естественно, мы боремся с последствиями этого закона и вообще требуем его отмены, потому что он такой дискриминационный, и он ограничивает контакты международного сообщества с Абхазией, поскольку грузинская сторона заложила такие механизмы в этот закон, что они напрямую с Абхазией очень часто не могут действовать, даже заезжать в Абхазию, допустим, со стороны КПП ПСОУ не могут. Вот мы с этим боремся. Но, с другой стороны, я что хочу сказать, что то, что здесь присутствуют международные организации, это, так сказать, вызов вот этому закону об оккупированных территориях, вообще этой пропаганде о том, что Абхазия – это оккупированная страна, оккупированная территория, они страной нас не называют. Мне кажется, вот как раз-таки то, что мы пытаемся самостоятельно искать площадки, выступать на них и так далее, вот это наша свобода в общении с международным сообществом, с внешним миром, она как раз и есть доказательство того, что мы не оккупированная территория. Это одна сторона. Сегодня очень много говорится о том, мы же слышим, что вот украинские политики призывают Грузию открыть второй фронт. И у нас по этому поводу много тоже беспокойства было озвучено именно официальными лицами, что прямо не сегодня, а завтра Грузия может напасть на Абхазию. А зачем тогда мы отсюда просим уйти международные организации? Ну, во всяком случае, о таком намерении было заявлено. Мне кажется, как раз-таки не надо этого делать, потому что это тоже один... Это, так сказать, важное присутствие международных организаций, поскольку... Которые могут засвидетельствовать. Да, как это было в Южной Осетии. Если вы помните, там находилась миссия ОБСЕ, и именно сотрудники миссии ОБСЕ, которые впоследствии стали персонами нон-грата в Грузии, они были главными свидетельствами того, как Грузия обстреливала Южную Осетию. По событиям 2008 года делались, да, Хайди Тель-Авини основывалась на вот этих докладах, которые предоставляли люди, работавшие в ОБСЕ. Поэтому
я как бы вижу здесь как раз-таки такой общий интерес и для Абхазии, и для России. Потом, если все-таки какие-то вот эти идеи, связанные с транзитом, вот приступят, так сказать, к их более практической стороне вот, осуществления, это же интересы и российской стороны, и абхазской стороны, и мы надеемся, что это будет интересом и для всех других игроков в регионе. Вот. Это все может быть общим интересом, просто надо, мне кажется, объяснять и разговаривать на всех сторонах о том, что в целом регион может выиграть от этого и в экономическом плане, и в плане, так сказать, инвестиций в мирное такое сосуществование в регионе. Мне кажется, важно вот в той ситуации, которую сейчас переживает мир, я думаю, вот эта позиция, когда мы начинаем слишком, опять же, изолироваться, будучи как бы не совсем вмонтированы в этот мир полноценно, да, мы начинаем еще больше себя изолировать, там, допустим, отказываемся от общения или там ограничиваем от одних международных организаций, да, и мы, в общем, отгораживаясь, лишаем себя каких-то контактов, каких-то возможностей, в общем-то, вот этот грузино-абхазский конфликт тлеющий, да, то есть мы хотя бы на этом уровне поддерживать, почти отказываемся, лишаемся, да, то есть мы можем свернуть здесь, мы можем, я думаю, если такая тенденция пойдет, наверное, речь станет, наверное, о Женевском переговорном процессе последнем, да, там точки опоры там в грузино-абхазских переговорных процессах. То есть никто не гарантирует, что вот это все свернуть, но с другой стороны, зачем нам нужно как бы лишать себя возможности вот всех этих маленьких дорожек, по которому идет некое общение, через которое ты можешь, в общем-то, более-менее влиять каким-то образом на ситуацию. Но сейчас мы, как бы такая очень простая практика у нас, давайте, зачем это нам западное, это враги и все остальное. Слишком мы упрощаем, наверное, вот в этой ситуации, и нам нужно все-таки искать и свои интересы, не только думать о интересах каких-то общих, да, там непонятно. Вот на самом деле речь не идет о том, чтобы вот любая организация хочет приехать в Абхазию, там любой человек хочет приехать в Абхазию, делать то, что хочет. Этого, во-первых, никогда не было. Вот Астамур привел пример, как с Владиславом Григорьевичем, там, с Министерством иностранных дел в свое время велись долгие переговоры с разными международными организациями по поводу их мандата и той деятельности, которую они будут осуществлять. Но ведь мы ничего этого не знали, это как бы не освещалось, вот все эти споры, внутренняя работа, рабочие такие отношения, они же нигде особо не освещались, там не было цели создать какие-то настроения в обществе. Цель была рационально сесть, обсудить, вот это нам не подходит, вот это нам подходит, давайте работать вот в этом русле. И это работало и давало позитивные плоды. Я уверена, что это можно делать и сегодня. Но сегодня получается так, что слишком много вот как бы негативных посылов идет в адрес международных организаций, и не всегда, так сказать, они имеют, может быть, где-то они имеют почву, но хотелось бы, конечно, услышать это, так сказать, аргументированно. А часто, как бы, понимаешь, возникают вопросы, на основании чего какие-то выводы делаются. Но что я хочу сказать? Вот эти негативные посылы, они же не остаются на уровне представителей международных организаций здесь. Они потом передаются в штаб-квартиры этих организаций, в Министерство иностранных дел из тех стран, из которых приехали эти организации. Вот так формируется, так сказать, сегодняшнее представление о сегодняшней Абхазии и о том, искаженное, как мне кажется, представление о том, что Абхазия вообще как бы поставила точку на том, что она хочет, так сказать, выстраивать отношения с внешним миром. Мне кажется, нельзя такие посылы давать. Наоборот, мне кажется, нужно отделять зерна от плевел. Вот это вот нам не подходит, а вот это интересно, давайте работать над этим. И понимать, что все, что мы говорим и делаем, это не просто вот мы там, так сказать, для какого-то одной какой-то аудитории мы говорим.
это в разных аудиториях слышат. Это правда, что Абхазия сейчас там не в повестке, не где-то вверху, а где-то внизу. Но, тем не менее, это же все слышится и фиксируется. То, что сегодня приняли в Совете Европы и потом в Европарламенте, вот эти вот решения по поводу наших паспортов, это, безусловно, результат вот этой геополитической ситуации сложной. Нас сделали жертвой вот этой геополитической ситуации. Но отчасти это и реакция на наши отношения к сотрудничеству с международным сообществом через вот те же международные организации, через людей, которые хотят и не могут приехать в Абхазию. Они же приезжают для того, чтобы услышать абхазскую точку зрения. Вот было время, кстати говоря, когда сюда приезжала масса людей, не только дипломаты, допустим, да, приезжали, но эксперты, люди, которые писали диссертации, которые хотели на месте разобраться в ситуации. Конечно, может быть, кто-то что-то плохое и напишет. Но масса людей, которые, познакомившись с Абхазией, поговорив с людьми, с нашими руководителями, с представителями гражданского общества, политических партий и так далее, гораздо более адекватную картину, понимаешь, в их головах складывалась. И Абхазия удивляла людей своей открытостью. Вот. Сегодня, конечно, ситуация изменилась. К нам уже никто, собственно, кроме вот тех организаций, которые зарегистрированы здесь в Абхазии, никто в Абхазию даже въехать не может. Началось-то это с пандемии, но у меня сегодня как бы закрадываются такие сомнения, смутные сомнения меня терзают, что это не только с пандемией связано, а это вот как бы вот такие сами мы стали выстраивать барьеры. Я не думаю, что это в долгосрочном плане нам выгодно. Мне кажется, просто чтобы ни у кого не вызывало сомнений, чего хочет Абхазия от этих отношений, надо очень прямо и открыто говорить, что мы с повестки дня не снимаем вопрос своей независимости. А раз мы независимая страна, мы все-таки должны сделать так, чтобы с этим считался и весь остальной мир. Не только те, кто нас признали, но и весь остальной мир. Мы не снимаем эту задачу с повестки дня. Мы, конечно, понимаем, что сегодня очень много нюансов, которые, так сказать, осложняют вот эту всю задачу, но я уверена, что у нас достаточно опыта и у наших политиков для того, чтобы вот как-то, так сказать, сделать так, чтобы не создавались дополнительные барьеры вот в решении этой задачи. У нас много времени ушло уже, просто короткий еще один пример. Вот была такая группа друзей генерального секретаря, по Грузии они назывались. Туда все ведущие страны ходили. Россия, США, Германия, Франция, Великобритания. Вот таким образом группа называлась, и они хотели участвовать в переговорном процессе. Но у нас очень долго, очень остро шли с ними переговоры. Вот, и мы добились того, что они стали называться просто группа друзей генерального секретаря. И тогда мы их допустили в качестве наблюдателей. И мы получили фактически, во-первых, вот это ушло ангажированное название. Оно, кстати, накладывает определенный совершенно не только пропагандистский оттенок, но и практический смысл тоже имело, понимаете? Когда мы поменяли это название этой группы, они с этим согласились, определили им статус, и получилась платформа, где мы могли обсуждать разные проблемы и их решать. Вот. То есть дипломатическая работа, помимо того, что это, конечно, и пиар тоже в этой частью дипломатической работы является, но основная часть дипломатической работы, она проходит подспудно, прямо над каждой запятой. Над каждой буквой идет длительная работа. И документы, и общение, все это взаимосвязанные вещи. Конечно. Вот. Поэтому, если мы сегодня себя от этого ограничим, то завтра нам придется наверстывать все то же самое. Потому что, во-первых, школа теряется, понимаете? Это тоже школа. Потому что очень многие люди, просто уже, которые были, что называется, активны в этом процессе, их нету.
либо они постарели, новые поколения приходят. И иногда я сталкиваюсь с тем, что новые поколения не знают о том, что происходило в 90-е годы. Но это же все-таки основа, это и методологическая основа. И наша школа, и наша история, вообще и государство, и дипломатическая работа, они имеют и определенные свои традиции. То, что ты сказал по поводу вот участия президента вот во всех этих обсуждениях. У нас ведь тогда тоже был МИД, и у нас там довольно солидные люди такие работали, и Сократ Радчевич, и Сергей Миронович. Да, Константин Константинович, да. То есть у нас там солидные люди работали. При этом Владислав Григорьевич всегда встречался с представителями международной организации, с дипломатами встречался. И я помню, как, может быть, кто-то и говорил, что вот мы не хотим там опять слушать про историю Абхазии и так далее, но были очень многие, которые восхищались его знаниями, с удовольствием беседовали. Лично эти контакты, они... Да. Приехал посол Греции, вот. Заходит он в помещение, а Владислав, он древнегреческий учил, когда работал, в аспирантуре учился в институте востоковедения. Вот. И он его куском из Илиады встретил. Ну, представляете, как этому человеку было приятно, что он приезжает в Абхазию первый раз. И вдруг его президент этой страны встречает на древнегреческом языке, ему кусок Илиады прочитал. Сразу это располагало, понимаете? Безусловно, тот факт, что президентом Абхазии является такой высокообразованный человек, интеллигентный и так далее, умный, собеседник, это, конечно, располагало к себе. Вот я помню еще вот при других президентах, как к нам приезжала одна международная организация, они встретились с Сергеем Васильевичем. И потом мне, значит, тоже они говорят, вот вашего президента надо возить по странам, он настолько располагал и очень так по-доброму общался, очень хорошее впечатление производил. То есть вот эти личные контакты и высшего руководства, мне кажется, тоже очень не только на уровне Министерства иностранных дел, но и на уровне президента. Сергей Миронович тоже, с ним любят очень встречаться, общаться и так далее. Мне кажется, что надо все эти каналы использовать в интересах Абхазии. Легче всего сломать отношения, которые, вот эти дипломатические усилия, вот мы что-то мы смогли выстроить, этот какой-то хрупкий, но все-таки какой-то диалог, какие-то контакты. Их можно очень легко сломать. Восстанавливать потом будет сложно. Да, я думаю, все-таки мы должны смотреть на наше государство таким, каким мы изначально его хотели увидеть. Открытым для мира, признанным для мира. И, наверное, каждый наш шаг, каждое наше движение, даже сиюминутное, которое исходит от складывающейся сейчас ситуации, тем не менее, оно должно как бы просматриваться через то, что будет через 10, через 20 лет, через нашу мечту и наше стремление. На этом у меня все. Мы говорили сегодня об деизоляции Абхазии, о том, как сделать так, чтобы этот процесс не прекращался и развивался. И сегодня у нас в качестве экспертов выступали люди с огромным опытом пиара Абхазии за пределами нашей страны, Лиана Кварчелия и Астамур Таня. И я прощаюсь с вами, Инал Хашиб. Нашу передачу смотрите на YouTube. Она так и называется «Чегемская правда» с аналогичным названием. Вы можете найти на Фейсбуке. Так что я с вами прощаюсь. До свидания. Смотрите нас. До следующих встреч. До свидания.